Вожатый — это действительно профессия птица. Ведь без полета мысли и целеустремленности, легкости и стремительности не стать настоящим вожатым. Об этом не понаслышке знают и наставники, старшие товарищи вожатых, которые поддерживали их летом, давали мудрые советы и где-то заставляли задуматься. Это представители лагерей, где дружные стаи вожатых проходили педагогическую практику. Студенты решили наградить каждого из них в отдельной номинации. Для приветствия и поздравления на сцену приглашаем руководителя штаба студенческих педагогических отрядов Уральского федерального округа Сергея Ивановича Горюшкина. Спасибо. Дорогие друзья, это я вам должен аплодировать и говорю спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Я вообще сижу, смотрю, не первый раз сюда прихожу, и всегда горжусь за наш самый ответственный, самый такой многочисленный и самый отряд, который результаты постигать будет в будущем. Я просто хочу сказать, здесь вот ряд выступал и говорил спасибо всем, и директорам, и спасибо и детям, и всем. Я хочу сказать низкий поклон вам, ребята, которые работают на будущее. Я хочу сказать, не каждому дано влиять на судьбы людей, а вам это дано. И не только по роду, может быть, профессии, потому что вы пришли здесь получать самую, на мой взгляд, у меня жена учитель, поэтому я очень люблю эту профессию. Вот. И, конечно, вы ее получаете, и вы всю жизнь будете детей учить. Но самое, что важно, и, наверное, вы получаете огромный опыт. Тот учитель, который не бывал в лагере, не работал вожатым или воспитателем, я думаю, что он не имеет такого опыта, как вы имеете. Потому что я всегда говорю, наши студенты, которые работают в педагогических отрядах, в лагерях, они работают по 26 часов в сутки. На час раньше встают, и на час позже ложатся. Да еще когда прикрывают глаза, они закрывается один, потом меняется наоборот, тот открывается, другой закрывается, да? Потому что от детей нужно ожидать всякого. И я еще скажу огромное вам спасибо за ваш такой вот труд, и не только труд, за вашу работу, за то, что вы отдаете свои сердца детям, потому что педагогические отряды у нас имеются не только в педуниверситете, не только в ЧЛГУ, но у нас отряды педагогические, я считаю, это заслуга вас, прежде всего, таких отрядов, как Луч, наверное, да, самый бывалый и опытный отряд. Вот. Почему? Потому что повезло тем детям, видимо, у которых работали вожатыми такие вот горячие сердца, которые отдают себя всей работе, неформально подходят к этому вопросу. Поэтому отряды педагогические у нас есть и у металлургов, и у Троицкая ветакадемия, и Магнитогорские тоже металлурги, и ДПА факультеты и так далее. Потому что им повезло, они увидели, встретили таких прекрасных вожатых в своем лагере и захотели быть на них похожи, наверное, правильно? И поэтому мы имеем отряды и у тех студентов. Поэтому я считаю, что отряд нас из лучших, мы постоянно, я думаю, правильно вы говорите, что надо этот уже конкурс Лимпопов превратить, наверное, ну, по крайней мере, не только в окружной, а всероссийский. Наши отряды на протяжении 4 лет принимают участие во всероссийских соревнованиях. Мы отправляем в Чувашию, в Анапу, и всегда 2-е, 3-е места, но 1-го еще как-то не получается. Чувашия там организовывает это мероприятие, и они как-то немножко, я думаю, это влияет. Но вообще, глядя на то, как отряды работают, я скажу, это здорово. И еще, вот 27-го будет мероприятие, которое проводит, уже 100 мил, да? Вот, проводит Министерство образования Челябинской области. Это подготовка уже к следующему сезону. Я обязательно буду присутствовать на этом мероприятии. Я хочу сказать, что все здорово, на сцене все хорошо выглядят, но я иногда, когда прихожу на такие мероприятия, я задаю один вопрос, что сейчас наконец-то страна вспомнила о том, что те люди, которые создают будущее страны,
а к таким в полной мере я отношу педагогов, и им надо повысить зарплату, этим вопросом занимаются. И когда я ставлю вопрос о том, что не менее ответственную работу выполняют студенты во время летнего отдыха детей, это огромнейшая ответственность за судьбы их. Нужно им повышать заработную плату. Вот тут всегда на меня сначала встречают также аплодисментами, потом начинают: вот, Сергей Иванович, вы поднимаете такой вопрос, в бюджете дыра. Но я думаю, что это мелочь. Эти повышение заработной платы, оно давно заслуженно должно быть выполнено. И такой вопрос я буду ставить и в этом году. А сейчас еще раз вам всем огромное спасибо за ваш труд. Я думаю, мы проведем и дальше, и дети будут... Деньги одно, а дети другое. Поэтому спасибо вам. Спасибо, Сергей Иванович. Не уходите, пожалуйста, нам нужна ваша помощь для награждения руководителей лагерей.